Первый год было всего 47 учеников. У всех этих детей есть возможность изучать татарский язык. Занимаются и танцами, и пением. Добрый день! Меня зовут Розжафяровна Шакирова Хабибулина. Я директор школы. Это государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы. Школа номер 1186 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Школа наша была организована, начала свою образовательную деятельность в 1997 году. В 90-х годах прошлого века группа активистов московской татарской общественности создала инициативную группу по созданию в Москве татарской школы. Возглавил ее Урал Шарипов. В эту группу входили еще Гульсум Галимова, известный писатель Назифа Каримова, моя мама, учительница татарского языка Венера Хабибулина и много других видных деятелей науки и общественности, которые как раз добивались открытия в Москве татарской школы. За это время мы, конечно, очень много выросли. В первый год было всего 47 учеников, все они были татарами, которые хотели иметь возможность изучать татарский язык. И с каждым годом контингент учащихся увеличивался. Если нам вначале выделили для образовательной деятельности только здание детского сада, то уже со временем количество учащихся настолько возросло, что они, конечно, уже не могли поместиться в этом здании маленького детского сада. В 2007 году было построено здание, в котором мы сейчас и работаем, в котором сейчас уже на сегодняшний день обучается 517 учеников. В нашей школе сегодня обучаются дети 37 национальностей, их очень много, но, конечно же, и татары. Но у всех этих детей, уникальность нашей школы в том и состоит, что у всех этих детей есть возможность изучать татарский язык. Школа у нас дает очень качественное образование. В прошлый учебный год 7 ребят у нас закончили школу золотой медалью. Все выпускники нашей школы в прошлом году поступили в высшие учебные заведения, что тоже говорит о качестве образования. Проводим дни культуры каких-то народов. Конечно же, мы проводим свои татарские национальные праздники. И у нас проходил конкурс родословных. Ребята представляли родословные своих семей. Есть у нас музей истории школы, в котором экспонаты и документы говорят об истории нашей школы. И, конечно же, о Мусе Джалиле, Герое Советского Союза, чье имя наша школа носит. И там у нас большая экспозиция посвящена именно его подвигу, его творчеству. Есть у нас еще один патриотический музей, который называется «Легенды разведки». И основатель, организатор этого музея Еникеев Дамир Равильевич, он тесно сотрудничает с Советом ветеранов внешней разведки. Толчком для создания этого музея стала история знакомства нашего первого директора школы Лемы Исхаковны Герфановой с легендарной разведчицей Бибейран Каримовой, Алимовой. И вот Бибейран Ханом как раз приходила в нашу школу, она принесла первые экспонаты для этого музея, и музей тоже стал ежегодно пополняться экспонатами. Ежегодно мы проводим турнир имени Мусы Джалиля, турнир по национальной борьбе на поясах. Тоже участвует много регионов. В этом году у нас было 7 регионов. Замечательный тренер наших ребята тренировал. И инициатором этого турнира был заслуженный тренер Республики Татарстан Хамис Хайрулович Сидиков. Хоть он уже ушел из школы, но в то же время нас он поддерживает и приходит в нашу школу. Гостями в нашей школе бывают очень-очень именитые люди. Ну, допустим, президент Республики Татарстан, как первый президент Республики Татарстан Ментимир Шарипович Шаймиев, нынешний действующий президент Рустам Нургалиевич Миниханов тоже побывал в нашей школе, дочь Мусы Джалиля Чулпан Мусеевна, постоянные наши гости, Туфан Минулин посещал нашу школу, министры образования Республики Татарстан, мы тесно сотрудничаем.
Мы участвуем во многих городских проектах, таких как «Суббота московского школьника», «Умный город», «Профсреда». И также мы участвуем в проекте «Математическая вертикаль». Это значит, что в 3 параллелях наших классов дети изучают математику на углубленном уровне и теорию вероятностей. Москва предоставляет все возможности для успешного развития ребенка. Все возможности. И также у нас мы реализуем проект «Московское долголетие», городской проект. У нас люди серебряного возраста занимаются и танцами, и пением, постигают информационные технологии и занимаются гимнастикой, оздоровительной гимнастикой. Наша школа очень популярна среди них. Большое спасибо Республике Татарстан за то, что они подарили нашей школе 2 кабинета лингофонных для изучения татарского языка, оснастили нас компьютерами. Дорогие друзья, большое спасибо за просмотр этого видеоролика, и смотрите, подписывайтесь на YouTube-канал Московского штаба татарской молодежи. Всего вам доброго!